диким лесом. Местами снег, местами вот такие вот лужи. Без резиновых сапог вообще никак. Вот так, с позитивом, но не без трудностей, шагает репортер Любовь Лапина через лесные ухабы по южной границе Печора-Илочского заповедника к старой Мансийской тропе. Экспедиция уже третий день, на лице усталость, но в глазах жажда приключений и настоящий азарт путешественника. Со зрителями герои спецрепортажа, а это и сами сотрудники заповедника, и опытные туристы, и, конечно, наша съемочная группа, делятся новым маршрутом, ведущим на Мань-Пупунер. Его уже успели назвать альтернативным, не приносит вреда окружающей природе. Столбы выветривания по-прежнему доступны для туристов, но нагрузка на заповедник снижается. Лишь последние 10 километров участники проходят по охраняемой территории, подмечая при этом не только северную красоту, но и то, что оставляют после себя туристы, добирающиеся до Мань-Пупунер на тяжелой технике. Ну вот еще один сюрприз, который оставили здесь путешественники, явно нелегалы, потому что именно вот по этой дороге раньше, да и сейчас, в общем-то, тоже пытаются проехать, в том числе и там на буранных, квадроциклах, почему угодно, те самые туристы, которые не хотят проходить на Мань-Пупунер так, как положено, по закону. Впрочем, позитивных впечатлений от маршрута у нашей съемочной группы остается куда больше, начиная от прелестей самого пути и пешего, и на аэросудне. Это оператор, он тоже есть. Заканчивая целями, достигнутыми, как, например, место пересечения Европы с Азией. Здравствуйте! И недостигнутыми, как загадочный Мань-Пупунер, из-за погодных условий так и не ставший для наших ребят приветливым. Зато распахнула свои двери единственная в республике лосиферма. Девчонки, один мальчик. ой, какие хорошие. Если лосиным молоком поют, то им всего в сутки надо 1,5 литра норма. Печора-Илочский заповедник оказался очень гостеприимным. И получившийся в итоге спецрепортаж вдохновил жюри Международного молодежного фестиваля «Молодая Арктика», и его назвали самым лучшим фильмом о природе. 18,95. Да-да, это гора Народная. Даже ее верхушки не видно, она скрыта потолще облаков. А это уже Юрген покоряет приполярный Урал, заодно восхищаясь видами на долину реки Балбанью. Прошлым летом наш телеканал присоединился к уникальному беговому проекту «Транс-Урал». Впервые на 5 дней территория национального парка Юга-2 превратилась в центр притяжения экстремалов не только из России, но и Беларуси, Исландии, Германии, США. Наша съемочная группа испытать успела все прелести горного марафона. Бежать приходилось наперевес с камерами. Никто не мог даже предполагать, что Приполярье встретит нас так доброжелательно, что вот такой комфортный прием погоды. Познакомиться наша команда успела со многими, и оказалось, в основном это обычные любители всего нового, живого и натурального. Офисные работники, инженеры, электрики, ну и руководители довольно влиятельных фирм и производств. 190 участников, 50 из которых бегут Транс-Урал 4-й год подряд. Посещение приполярного Урала всегда было моей мечтой. Живя в республике, я здесь первый раз. Поэтому просто совпали звезды, и, в общем-то, и гонка интересная, и место, в которое я хотела попасть, я приехала сюда. Те, кто совершил забег Транс-Урал, вошли в историю как первые люди, покорившие Народную в режиме марафона. 25 километров вверх при постоянном наборе высоты и столько же вниз, обратно к исходной точке, базе «Желанная». Яркое впечатление получила наша съемочная группа, также называлась и номинация, покорить которую удалось на фестивале «Молодая Арктика». А еще эту работу назвали лучшим фильмом на арктическую тематику. Максим Васильев, Любовь Филиппова, телеканал Юрген.